Перед тем, как озвучить сухие цифры статистики, для журналистов организуют экскурсию. Условия службы и быта в Сыктывкарском поисково-спасательном отряде достойные. 25 человек посменно несут дежурство, приходят на помощь тем, кто оказался в беде. Оборудование в отряде функциональное и современное. Сейчас пошли мы от импортозамещения, и очень есть передовые разработки, это наших уже отечественных производителей. Вот конкретно спрут, видите, сразу же он многофункциональный, он может резать, перерезать, и также вот эти щеки, они предназначены для того, чтобы что-то разжать. Дорожные аварии, природные катаклизмы, происшествия на воде или даже в горах. Бойцы Сыктывкарского поисково-спасательного отряда готовы выдвинуться на ликвидацию последствий любого ЧП. Всегда наготове 30 единиц техники, снегоболотоходы, квадроциклы, лодки, вездеходы и вот такая тяжелая артиллерия на базе КАМАЗа. Он оборудован полным комплексом снаряжения, начиная от гидравлического аварийно-спасательного комплекта инструментов, вплоть до промышленный альпинизм полностью там упаковано, начиная от жумаров, карабинов, альпинистского снаряжения тоже. То есть, выезжая на таком автомобиле, в принципе, спасатели не должны задуматься, а взяли мы или не взяли что-то по виду деятельности. Этот автомобиль изначально упакован всем необходимым снаряжением. Конечно, лучше бы это и вовсе не применять никогда. Важнее предотвратить чрезвычайную ситуацию, нежели устранять ее последствия, говорят в отряде. Но так или иначе, готовым надо быть к любому развитию событий. А потому и требования к спасателям предъявляют строгие. Здесь у каждого бойца несколько рабочих специальностей. Водолазная подготовка, горная подготовка, промальпинизм, также ДТП, паводок, пожары. То есть очень объемный. Каждый спасатель является профессионалом в определенном, во всех вот этих направлениях деятельности. Время развертывания 5 минут, 1000 вызовов в год, в среднем по 3 в сутки. Бывает, с одного едешь сразу на другой. А иногда затишье, но это как перед бурей. Серьезных ЧП в республике 23-й год принес немало. Нефтеразлив в Усинском районе, там же взрыв резервуара. Ухта отличилась со знаком минус. При нарушении регламента работ загорелся грузовик и железнодорожная цистерна с нефтью. В одном направлении 18 вагонов стояло, заполненных нефтесодержащей жидкостью, а в другой 12. Они должны были разъехаться. Там надо было некоторые вагоны, цистерны опорожнить и с помощью соответствующей там машины почистить. Но при нарушении определенных технологических процессов произошло возгорание данного автомобиля, прошло нагревание нефтесодержащей жидкости, жидкость начала выплескиваться, тушение было пожара очень сложным, при этом силы и средства среагировали оперативно. Еще один серьезный пожар в Эженском районе Сыктывкара. Вечером 10 декабря полыхал многоквартирный дом по улице Мира. Не прыгай! Не прыгай! Лишь благодаря слаженным действиям спасателей и участию самих жильцов большой трагедии удалось избежать. Надо поблагодарить и жителей данного дома, то, что все они оперативно сработали в плане эвакуации, самостоятельной эвакуации. Где необходимо было оказать помощь, мы помощь, естественно, эвакуировали, оказывали, но и сами жители тоже молодцы, помогали друг другу, оповещали друг друга. За праздничные дни этого года спасатели зафиксировали 67 пожаров. Это на треть больше, чем в 23-м. Основные причины, как и прежде, неосторожное обращение с огнем и пренебрежение элементарными правилами безопасности. Люди по-прежнему рассчитывают на авось. В реках и озерах республики в том году утонул 51 человек. И это тоже трагические примеры человеческой беспечности. Впрочем, есть истории со счастливым концом. В Эженском районе сотрудники ГИМС вытащили из воды мужчину, оказали ему первую медицинскую помощь и передали скорой. Но подобные случаи скорее исключение. Алексей Корчма, Олег Костромин, телеканал Юрган.